День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Спортивные баталии в самом разгаре. В Амге продолжаются 7-е спортивные игры народов Якутии. Даже вот с погодой нам повезло с Тайером. Может, это кургунам как-то это холодно, а для Тайера вообще идеальная погода. Проверка на прочность. В Ленске устраняют последствия небывалого разгула стихии. 2 июля было выведено из строя порядка 16 линий электропередач, по нашему ячеек. Более 30 опор было, то есть упали, да? Как сделать жизнь в городе более комфортной? В столице республики подвели итоги хакатона «Город в кармане». Хотим создать такой инструмент, который позволил бы людям легко отправлять заявки, например, о возникновении тех или иных проблем в управляющую компанию. Как сохранить самобытную культуру и языки народов мира? Своим опытом поделились участники международного форума с участием руководства ЮНЕСКО. У нас в республике со следующего года начнет работать отдельная программа государственная по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера. По состоянию на сегодняшний день в республике принимаются меры по тушению 8 лесных пожаров. Из них действующих 6. В Верхоянском улусе 3 пожара на общей площади 240 гектаров. В Мирнинском районе на площади 15 гектаров. В Нюрбинском районе 2 пожара на общей площади 7 гектаров. Локализовано 2 лесных пожара в Нюрбинском районе и в городе Якутске. В тушении пожаров привлечено всего 156 человек, в том числе 50 работников лесничества, 64 парашютиста и десантника пожарных. Мобилизованы 42 человека из числа местного населения. Также задействовано 5 единиц техники. Предварительная причина возгораний в городе Якутске, Мирнинском и Нюрбинском районах – это сухие грозы, а в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий. Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу. День 2 июля стал для Ленска не только днем реки Лена, но и настоящим испытанием на противостояние стихии. На город обрушился ураган, который выявил слабые места в системах жизнеобеспечения и показал, насколько четко и слаженно работают отдельные оперативные службы. Все подробности в материале наших коллег. Теплая солнечная погода. На площади у стелы первопроходцам собрались жители, чтобы отметить праздник День реки Лены. Торжественные речи, планы на уборку прибрежной территории. Но сбыться им было не суждено. В мгновение ока небо заволокло тучами, и на город упали тонны воды. Под напором ветра деревья гнулись вершинами к земле. Столбы линий электропередач ломались, как спички. В результате чего на улицах и дорогах города образовались огромные лужи. Сильным ветром повалены деревья. Около 40 опор линий электропередач. Разрушены различные бытовые и хозяйственные постройки. Однако надо отдать должное. Оперативные службы незамедлительно приступили к восстановлению различных систем жизнеобеспечения Ленска. На 2 июля было выведено из строя порядка 16 линий электропередач, по нашему ячеек. Более 30 опор было, то есть упали, да? Задействовано было 5 бригад энергетиков и 12 единиц техники. В том числе привлечены силы Смирнинского района. Работы по восстановлению электроснабжения велись всю ночь и продолжились на следующий день. К обеду большая часть домов была подключена к системам. От урагана пострадало не только имущество города, но и отдельных граждан. Я живу в частном доме, вокруг и деревья попадали, тополя обломились. Потом в самом доме свет ушел, когда свет дали, оказалось, что там и Wi-Fi точка погорела, и у кого холодильник, у кого что, у родственников в деревне крыши посрывало. Не только с электричеством связано, и сам ветер сам по себе. Известны и другие случаи, но они единичны, и, к счастью, во всех пострадало только имущество. Что касается полного восстановления, то работы продолжаются. Сергей Евсюков, Денис Семенов, Ленск.
Ипотечные кредиты под 2% годовых без первоначального взноса планируется начать выдавать жителям Дальнего Востока до конца этого года. Разрабатываемый механизм предоставления льготной ипотеки предусматривает покупку, строительство или ремонт жилья, как квартир, так и домов. А получить льготную ипотеку смогут обладатели дальневосточного гектара и молодые семьи, в которых один из супругов не достиг 35-летнего возраста. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса. Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Накануне глава Якутии Найсен Николаев работал в Нерюнгринском районе. В ходе поездки глава республики посетил поселок Чульман, где уделил особое внимание вопросам переселения граждан из аварийного жилья. Всего в поселке Чульман в 2019 году планируется расселить 10 аварийных домов общей площадью свыше 3800 квадратных метров, в которых проживают 152 гражданина. Глава республики подчеркнул, что если в этом году Нерюнгринский район четко отработает по первому этапу реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы, то может надеяться на перераспределение средств тех районов, которые с этой задачей не справились. И по Чульману, и по Нерюнгрю видно, что администрация на местном уровне, и городская, и поселковая, они, набив достаточно много шишек на первом этапе реализации программы, уже по второму работают достаточно слаженно, вместе с районной администрацией, вместе с Министерством строительства республики, дирекцией жилищного строительства. И люди, по крайней мере, вот жильцы аварийных домов, они уже полностью осведомлены о программе, о тех вариантах, которые им предложены. Они согласны с этими вариантами. И мы видим, что в принципе и по Чульману, и по городу Нерюнгри программы этого года точно будут исполнены. Также глава республики Найсен Николаев встретился с руководителями промышленных предприятий, которые стали виновниками загрязнения реки Чульман. Глава республики заявил, что лично следит за тем, чтобы все мероприятия по очищению реки были выполнены. За ситуацией наблюдает и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Напомним, что ранее промышленные компании «Якутуголь» и «Колмар» привлекались к административной ответственности за ненадлежащее выполнение природоохранных мероприятий. Также им было поручено принять меры по уменьшению выбросов, загрязняющих реку и атмосферный воздух. Более того, мы сейчас будем работать и работаем уже с энергетиками, чтобы была проведена работа по реконструкции Чульманской ТЭЦ, по Нерюнгринской ГРЭС, для того, чтобы и у них вот выбросы достаточно серьезно были сокращены и приведены в соответствие с экологическими требованиями. Еще раз подчеркну, что вопросы экологии – это абсолютно для нас приоритет, и вне зависимости от того, крупное это предприятие, маленькое ли это предприятие, к нарушителям у нас будут очень строгие санкции. Участники гражданского форума научились правильно составлять социальные проекты. В Якутске продолжает работу 7-й гражданский форум, приуроченный к году консолидации в республике. Генеральный директор фонда президентских грантов рассказал представителям некоммерческих организаций, как в этом году получить грант президента России на реализацию социального проекта. Участники узнали, какие требования предъявляются к команде созидателей, к специфике расчетов. Заявки на конкурс можно направлять по 13 направлениям. Второй конкурс стартовал 10 июня и завершится 31 июля. Отметим, что в этом году по итогам первого конкурса 11 социальных проектов в Якутии стали обладателями грантов. На реализацию своих инициатив организации получат более 17 миллионов рублей. Это проблема. Мы хотим, чтобы в нашем селе был там красивый парк, мы хотим, чтобы у нас было культурное пространство, чтобы была спортивная секция. На все это можно получить в том числе грант президента Российской Федерации. И, собственно, президент об этом говорил, что проекты, например, в этом году проекты в сфере краеведения, экологии, проекты по сохранению культурного наследия, по сохранению и развитию традиций ремесел. Это все находится в фокусе внимания Фонда президентских грантов. Как сделать жизнь в городе более комфортной? Несколько дней над этой задачей работали юные стартаперы. В столице региона прошел хакатон «Город в кармане» при поддержке агентства стратегических инициатив. Решая кейсы, разработчики придумывали приложения. Что из этого получилось? Все подробности у Анастасии Кобызевой.
Байк-шеринг – удобная услуга, которой нет в Якутске, но это лишь вопрос времени. В рамках хакатона юные стартаперы работали над этим приложением. Оно объединит все существующие прокаты двухколесного транспорта в городе. Человек арендует велосипед на одной из станций, а возвращают в любой другой пункт проката. Тот, который на данный момент ближе всего. Услуга удобна не только потребителям, но и арендодателям. Получают новых пользователей, получают безопасность и отчетность. То есть теперь они могут видеть, сколько они получили, как долго люди едут обычно в среднем. И это очень помогает в бизнесе. С помощью умного приложения можно решить еще одну большую проблему, которая касается практически каждого. Это разобщенность соседей. Посадить цветы, организовать субботник, поменять лампочку в подъезде. Согласитесь, не каждый готов брать на себя эту ответственность. Мы часто думаем, что решит кто-то другой из жильцов или управляющая компания. Эта проблема характерна для всех городов, рассказывает ментор и автор кейса «Внутридомовой коммуникационный сервис» Юлия Гончарова. Хотим создать такой инструмент, который позволил бы людям легко отправлять заявки, например, о возникновении тех или иных проблем в управляющую компанию, а соседям присоединяться к этим заявкам и подтверждать, что проблемы действительно существуют. Для создания такого сервиса юным разработчикам понадобилось всего 48 часов. Ребятам всего по 16 лет, но они уже точно знают, как их создавать. Александра Васильева, одна из разработчиков этого приложения. Девушка уверяет, что этот продукт оценят по достоинству. Этим приложением будут пользоваться, потому что проблемы подъезда в первую очередь касаются человека, который живет в этом подъезде. Это не проблемы какого-нибудь другого города, даже другого района. Это в первую очередь касается его, и поэтому это будет актуально, люди это будут скачивать. Это прям очень классно, что мы вовлекаем ребят, молодежь нашу, на создание таких сервисов для Якутска. А у нас в Якутске очень холодно, летом тоже жарко, и, соответственно, мы, конечно, очень активно пользуемся электронными сервисами. Для якутян нас это, ну как сказать, это must-have, то есть это прям потребность, которая очень активно и хорошо внедряется. Все эти приложения помогут сделать жизнь в городе лучше, удобнее и проще. И кто, как не молодежь, должны участвовать в подобных хакатонах. Сейчас у ребят есть готовые продукты. Главное, чтобы они развивались и дальше. А это уже задача как самих разработчиков, так и взрослых, тех, кто в них заинтересован. Анастасия Кобызева, Григорий Хлопков, Джолсон Иннокентьев, Якутия. День за днем. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и смотрите в продолжении программы. Спортивные баталии в самом разгаре. В Амге продолжаются 7-е спортивные игры народов Якутии. Как сохранить самобытную культуру и языки народов мира, своим опытом поделились участники международного форума с участием руководства ЮНЕСКО. Мы продолжаем. С космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке успешно стартовала ракета «Союз-2-1Б» с 33 спутниками. Это был первый пуск, который совершили в 2019 году в Амурской области. Запуск прошел согласно запланированного срока. На ракете-носителе с разгонным блоком «Фрегат» также находился космический аппарат «Метеор-М». Он войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Тем временем в развернутом лагере возле реки Вилюй 2 радара установили места падения остатков второй ступени ракеты. А в селах Угуляцы и Вторые Куляцы местные жители услышали около 10 хлопков. Других изменений не зафиксировано. Сразу после запуска ракеты комиссии из числа работников Роскосмоса, Министерства экологии, службы спасения вылетели на вертолете в район падения остатков второй ступени ракеты, где взяли отбор проб и произвели замеры радиационной обстановки и приняли другие необходимые меры. Ну, с точки зрения возникновения пожара, да, в летнее время вероятность, она несколько выше, чем зимой, но тоже не критично. Вчера выполнили предпусковой облет, а на протяжении более 2 часов, пока мы находились в районе падения, шел дождь. Достаточно интенсивные осадки, которые, я думаю, увлажнили не только деревья, но и подстилающую поверхность. Поэтому наличие осадков за день до пуска снижает вероятность возникновения пожаров. Запуск прошел успешно, ракета-носитель отработала штатно.
Радиолокационные средства контроля зафиксировали падение, штатное падение в отведенные районы падения. Сейчас группа специалистов будет вылетать в район для контроля пожарной обстановки и отбора проб на мониторинговых площадках. Сейчас проходят поисковые работы отделяющихся частей ракет-носителей «Союз-2». Для этого Роскосмос использует новейший опытный образец комплекса технических средств эксплуатации районов падения. На основе предварительно рассчитанных координат будет сформирована зона поиска для полетов вертолета и беспилотников. Специалисты обследуют территорию с помощью беспилотных комплексов с HD-видеокамерой и фотокамерой на борту. Все обнаруженные фрагменты будут вывезены из районов падения и в ближайшее время доставлены на космодром «Восточный». Для обеспечения безопасности в районе 985 и поиска фрагментов развернут полевой лагерь, установлены 2 радарные системы, ведется отбор проб для экологического мониторинга, затем проведены совещания с местным населением. Также за день до пуска будет произведен вылет в район для эвакуации оставшихся охотников и рыбаков. Льготные авиабилеты стали доступны для 125 тысяч членов многодетных семей Дальнего Востока. Были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2,7 миллиарда рублей. За счет этого было перевезено более 1 миллиона пассажиров. В прошлом году это было всего лишь 600 тысяч. Теперь льготными билетами могут воспользоваться и многодетные семьи. Так, на Дальнем Востоке их 125 тысяч человек. Об этом сообщил на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики глава ведомства Александр Козлов. Представители полсотни стран в Якутске обменялись опытом по сохранению языков народов мира. В столице региона прошел международный форум с участием руководства ЮНЕСКО. Участники обсудили вопросы сохранения языков и культур коренных народов. Были затронуты различные аспекты языковой политики в сферах образования, культуры, науки и современных коммуникаций. Какое положение у нашей республики в части сохранения культуры и какие планы в дальнейшей работе, знает Юлия Великодная. Эвенкийский обряд очищения для гостей и участников форума. Это 116 человек из 65 стран, среди которых Якутию называют уникальным местом в мире в сохранении языков и культур коренных народов. Это подтверждает и статистика. Не менее трети народов Якутии владеют родным языком. 52 тысячи изучают якутский язык в школе и 2 тысячи другой родной язык. У нас в республике со следующего года начнет работать отдельная программа государственная по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера. Я уверен, что эта программа позволит нам, конечно же, приумножить те достижения, которые у нас в этом направлении есть. В этом году вышел заключительный 15-й том полного толкового словаря якутского языка, который вскоре станет доступен в цифровом варианте. Информационные технологии играют главную роль в сохранении языков. Безусловно, должен быть не только доступ в интернет. Это очень важно его наполнение и то, насколько люди им пользуются. То есть только вот эти составляющие, они дадут в комплексе эффективное использование этой среды. По словам Евгения Кузьмина, председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», русский язык оказывает давление на якутский, а на русский, в свою очередь, мировые языки. Каждую неделю на планете исчезает одна система средств общения. По таким расчетам, в конце 21 века останется 10% языков. И все вот это вместе нужно делать. Оснастить технологии, для того, чтобы оснастить технологиями современными, там, распознавание речи, распознавание текста, ответы на вопросы, синтез речи, чтобы переводы. ЮНЕСКО поддерживает усилия Якутии в сохранении культуры. Свои пожелания в памятном альбоме оставил в парке «Россия. Моя история» заместитель генерального директора ЮНЕСКО Моэс Шакшук. Он посетил фотовыставку на прекрасном озере Паянг. Когда мы работаем с ЮНЕСКО, при подписании каждого совместного коммюнике мы стараемся включить этот пункт. И последний раз 2 года назад, когда в 2017 году к нам приезжала генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Рина Бокова, мы очередной раз ввели пункт создания национального парка, место ресурсного резервата Каталык в Аллаевской тундре. Делегаты находят сходство и различия проблем сохранения культуры. К примеру, Тыву с Якутией объединяет тюркская группа языков. Но в отличие от нашей республики, в Тыве нет малочисленных народов. Тувинцы работают над сохранением только одного языка. Над сохранением
и документированием, переводом в электронный вид текстов тувинского языка, а также, конечно, диалектных материалов тувинцев, которые проживают за пределами республики в Монголии, а также в Китае. У нас собран достаточно большой диалектный материал, фотоматериал, видеоматериалы, образцы речи, которые мы тоже стараемся по мере возможности выставлять на нашем сайте. На заключительном пленарном заседании форума подписано соглашение о научном сотрудничестве между СВФУ и институтами Алтая, Татарстана, Монголии и Уфы. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутск. Одно из главных спортивных событий этого лета – 7-е игры народов Якутии проходят в Амгинском Улусе. В соревнованиях по 16 видам спорта принимают участие около 3000 спортсменов из 34 команд. Состязания проходят на 9 спортивных площадках в 3 населенных пунктах Амгинского Улуса. Напомню, что 7-е игры пришлось ждать 5 лет вместо привычных 4. Это связано с прошлогодним паводком. О том, оправдалось ли ожидание, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. 7-е спортивные игры народов Якутии открыли красочным театрализованным представлением, в котором приняли участие около 2000 человек. Артисты, детские творческие коллективы и участники художественной самодеятельности Амгинского Улуса. Еще за несколько дней до церемонии открытия игр пятиклассница Надя и мечтать не могла увидеть столь зрелищное событие не по телевизору, а на главной трибуне в первом ряду рядом с Ильдарханом Айсеном Николаевым. Я недавно заходила в Инстаграм и решила написать Айсену Николаю Сергеевичу. Он тебе один билет подарил, да? Да. А еще родителям. А что ты чувствовала, когда он подарил вам билеты? Восторг и удивление, и радость. Надя, ты учишься в 5 классе. Чем ты занимаешься? Расскажи. Я занимаюсь олонко с 6 лет. У меня очень много успехов в международных конкурсах. В основу сюжета масштабного представления легла история прославленного амгинского спортсмена Николая Захарова-Сахача. Амгинцы не забывают своего знаменитого земляка. Во время игр в Амге состоялась презентация книги, а также трейлера документального фильма, посвященных борцу. Кроме этого, открылся мемориальный музей в честь Николая Захарова, построенный силами его родных и друзей. Материалы из города привез друг Николая Захарова Спиридон Борисов, а мы построили музей. Идея заключается в том, чтобы наш старший брат Сахача был примером для нового поколения, чтобы они захотели стать таким, как он. Если зайти в музей, то это сразу становится ясно. Музей показывает, каким он был, как человек и как спортсмен. В Амге также специально к этим играм построили многофункциональный спортивный зал, который носит имя Николая Захарова-Сахача. Всего к играм в Амгинском Улусе было построено 4 новых спортивных объекта. Кроме этого зала, современный стадион на 3000 мест Амма-Олимп, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Чапчелган и многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта в селе Бетюнцы. На этих играх они представлены впервые. В них принимают участие 244 спортсмена. Многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта общей площадью более 1400 квадратных метров представляет из себя двухэтажное здание. На первом этаже расположен основной зал для занятий волейболом и баскетболом, а также тренажерный зал. На втором этаже борцовский зал. Все в здании адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Здесь проходят соревнования по волейболу сидя. За эту неделю жаркие баталии за медали игр между тысячами спортсменов из 34 команд развернулись на 9 площадках по 16 видам спорта. На соревнованиях по легкой атлетике никого не удивил результат Сарданы Трофимовой, которая в первый соревновательный день завоевала золото на дистанции 5 километров. Даже вот с погодой нам повезло с тайером. Может, это прыгунам как-то это холодно, а для стайера вообще идеальная погода. Новая дорожка вообще идеальная, покрытие очень хорошее, не жесткое и не мягкое. На рекорд не работала, для меня это как проходящий старт. Закрытие игр пройдет 7 июля на стадионе Амма-Олимп. На нем состоится награждение команд и передача огня следующему хозяину игр Усть-Алданскому Улусу, где и состоятся соревнования через 4 года. Юрий Осипов, Якутия. День за днем.
Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.